Я слово Анзору Масхадову, да, предоставлю. Спасибо. Очень приятно вас видеть с Литвы. Мы когда-то жили в Литве, в Вильнюсе. Отец у меня служил в советской армии. И, кстати, он ушел из армии тогда, когда советская армия начала проливать кровь литовцев. Он приехал к себе на родину, в Ичкерию, и стал уже воевать против фашистской России. Да. Вот. Очень приятно вас видеть. Лабадена, их даже помню, учил язык литовский. Вы все уже сказали, конечно, сотрудничество, наше сотрудничество украинцев, литовцев, латышей, эстонцев. Это те народы, которые прекрасно знают и больше всех понимают, что такое Россия, насколько она опасна. Вот. И наше сотрудничество очень важно. И мы, конечно же, со своей стороны просим вашей помощи. И мы знаем, что Украина сегодня стала первым государством, которое заявило, что то, что творилось, то, что Россия творила над чеченцами, это было геноцидом. И признала Чеченскую республику, Ичкерия, оккупированной со стороны России. Для нас это очень важно. И мы надеемся, что другие государства также признают и геноцид, и оккупацию со стороны России, и признают независимость Ичкерии. То есть это наша цель чеченского народа. Народ уже давно определил, кто мы и чего мы хотим. Мы хотим быть свободными, как украинцы, как литовцы, как другие. Вот. И мы уверены, что с победой Украины она обязательно будет. Мы все обязательно победим в этой схватке с Россией. Будет победа и других народов, кавказских народов, в том числе и чеченцев. Да. Вот. И еще раз благодарю вас за то, что вы делаете. Для нас это бесценно. И подчеркну, что еще раз, в очередной раз подчеркну, что много чеченцев, которые сегодня воюют на фронтах в Украине против русских оккупантов, и много тех, которые хотели бы принять участие. И мы, конечно же, мы готовимся к тому дню, что мы когда-то вернемся на свою родную землю, и начнется процесс деоккупации нашей родной земли. Мы должны будем это сделать. То есть Кадыров, Путин, все это временное явление, все это уйдет в позорную историю, вот, а мы будем жить, да, как народы.